Говорить о развитии детских школ искусств в России будут, что символично, в Сыктывкарской школе искусств. Открылась она в 2009-м и с тех пор стала надежным оплотом художественного образования юных дарований. Сегодня здесь учатся 1079 детей от 4 до 18 лет. Основные направления – хореографическое и художественное. В основном, конечно, все-таки мы воспитываем зрителей будущих. Те, которые умеют ценить искусство, хореографическое, художественное. Вот. И самое главное, над чем мы работаем, это мы занимаем досуг детей. И воспитываем, безусловно, потому что школа и воспитание все-таки это неразрывные части. Дети здесь умеют понимать, любить искусство. И уже когда они вырастают, то они как раз и являются главными посетителями театров, выставочных залов. Школа искусств Сыктывкара – одна из самых современных в республике. Хореографические классы оборудованы всей необходимой аппаратурой. Для занятий юных художников тоже все есть. Мастерские оснащены интерактивными досками и интернет-оборудованием. В распоряжении педагогов и учеников даже кладовые и умывальные. Мне кажется, в нашей школе нет детей, которые бы не пришли сюда с желанием. Мне кажется, это особенные дети, которые хотят вплотную столкнуться с искусством, научиться и, возможно, даже в своей профессии потом как-то применить все свои знания. Работа школы искусств сегодня нацелена на подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых и умеющих создавать интеллектуальную творческую среду вокруг себя. Здесь хорошие преподаватели, все понятно объясняют. И здесь хорошо. В повестку окружного собрания войдут вопросы, касающиеся развития школ во всей стране. В Коми сейчас в рамках объявленного года культуры идет подготовка дорожной карты по перспективному развитию детских школ искусств. Вполне возможно, что они будут говорить и на одной из 4 площадок Северного культурного форума. По словам экспертов, он станет одним из важнейших событий года не только для Республики Коми, но и всего северо-запада России в целом. Анастасия Тюрина, Артем Соколов, телеканал Юрган.